83 проверенных школах были выявлены нарушения. Любовь Авдонина озвучивает итоги проверок школьных столовых Роспотребнадзором. Кишечную палочку в готовых блюдах обнаружили в 15 школах. Это Казань, Набережные Челны, Тукаевский, Альметьевский, Сармановский, Верхнеуслонский, Ютазинский и Рыбнослободский районы. Просрочку выявили в 10 школах 8 районов. Продукты с истекшим сроком годности чаще всего находят в сельских учебных заведениях. Поставщики привозят продукцию редко и в больших объемах, отказываясь осуществлять поставки чаще. Проверяющие выявили 35 недобросовестных поставщиков и 5 операторов питания. Лидера по нарушениям текущего года – это оператор питания БК Payment. В ходе его проверки в 51 школе Нижнекамского района установлено 498 нарушений, которые создают риски возникновения массовых заболеваний детей и сотрудников. У депутатов Госсовета сразу возник вопрос, как можно воздействовать на таких поставщиков, продолжают ли работу с ними. Вот, например, хочется узнать в Нижнекамске 56, что ли, замечаний или 56 точек, вы сказали, что с подрядчиком сделали в итоге и запретили ли подрядчику участвовать в этих, то есть в дальнейшей работе? Мы применяем административные санкции, просто я не стала их выводить на слайд, потому что там колоссальные суммы, штрафные санкции. Да? Вот. Более того, мы делаем реестр совместно с комитетом по закупкам, и этот реестр будет, и там будут недобросовестные поставщики, операторы, все. Много вопросов к сотрудникам школьных столовых. Порции меньше положенных, холодные супы и второе, потому что накрывают раньше времени. Низкокалорийный рацион, сотрудники без медицинских книжек. Кроме этого, острый дефицит кадров. Учитывая, что больший состав кухонных работников пищеблоков находится только в штате школ, значительно увеличивается нагрузка на работников пищеблоков. В связи с чем складывается сложная ситуация с обеспеченностью пищеблоков общеобразовательных учреждений кадрами, а именно ощущается недостаточность штатных единиц, что приводит к текучести кадров. Ркаил Зайдулла уточнил, предоставляется ли бесплатное питание для работников пищеблоков. Это могло бы стимулировать сотрудников. Работникам пищеблока, наоборот, и других работников, есть хотя бы возможность бесплатно завтракать, обедать. Мы все знаем, что в некоторых гостиничных комплексах, еще где-то есть формы, когда по льготной цене там люди питаются. Поэтому то, что говорит Аркадий Альфаевич, пожалуйста, возьмите на карандаш. Депутаты предложили усилить родительский контроль питания в школах, привлечь их на пункт приема продуктов и задались вопросом, нужен ли тендер на определение оператора питания. Стоимость еды фиксированная, а зачем тогда проводить конкурс со снижением цены? Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.